Тишина, уют и умиротворение. Именно эти слова теперь будут ассоциироваться у нашей съемочной группы с селом Юмашево Чекмагушевского района. Благоустроенные скверы и клумбы радуют глаз не только самих сельчан, но и гостей этого населенного пункта. Отдельного внимания заслуживают памятники села Юмашево. Например, эта бронзовая фигура воина-победителя была установлена в 2017 году. Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая этого же года. На фронт у нас ушло в 1941 году, в течение 1941 года 212 человек. Получается, обратно у нас вернулось только 107 человек, 105 человек у нас пропали без вести, многие погибли, естественно, да, на поле боя. И вот 9 мая 2017 года у нас построили новый памятник. Это воин-победитель. Мы приняли участие в программе поддержки молодых инициатив, которая была при выделении денег из республиканского бюджета. Да. Естественно, население тоже в этом очень хорошо приняло участие. Около 15% были собраны деньги. Особое место в истории Юмашева занимает церковь. Первый храм был построен на территории села еще в 1876 году. Однако вскоре он сгорел. Новую церковь стали возводить в 1882 году. Тем не менее, прежде чем церковь обрела современный облик, ей пришлось пережить вместе с селом множество событий. После революции он был, конечно, закрыт. Так храм стоял на месте, на этом же месте. В 70-х годах его снесли совсем. До этого клуб был, склад, содержали его. Народ хотел молиться. Поэтому в 2012 году собрали сход и начали народу собирать средства и начали готовить документацию. И в 2012 году мы его начали строить. В 2015 году закончили. Валерий Антонов – настоящий старожил Юмашева. Наш герой родился здесь и, несмотря на то, что покидал родное село, в итоге вернулся на свою малую родину. На пенсии проработал директором школы. Сейчас помогает следить за храмом. Раньше здесь были дома старые, покрыты соломой, все было так. Дорог не было, все было так. А сейчас уже совсем другое. Прекрасно сейчас выглядит село. И сами, наверное, увидели светом. Народ здесь живет хороший, работящий, трудится хорошо. На сегодняшний день в Юмашево проживают 932 человека. Национальный состав села разнообразен. Среди сельчан – чуваши, марийцы, татары, русские и башкиры. Такое разнообразие говорит о богатой истории и культурных традициях Юмашева. Село, можно сказать, олицетворяет нашу многонациональную республику. Истории Юмашева посвящен целый музей, который находится в стенах местной школы. Наш музей очень богат экспонатами, имеет 10 разделов по разным направлениям. Здесь, то есть это начиная от начала истории создания, то есть села Юмашево, вплоть до уже, скажем так, нумизматика, бонистика отдела, да, также разделы у нас героев Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Также у нас разделы, это посвящены локальным войнам, Чеченской войне, Афганской войне, также это трагедия Чернобыльской АЭС, у нас есть участники, есть спортивный раздел. По словам сельчан, благоустройство села – общая забота. Село хорошеет буквально с каждым годом. Уровень жизни растет. Ну вот и подошло к концу время нашего пребывания в селе Юмашево. Мы едем дальше. Ну а вы продолжайте следить за конкурсом «Самое красивое село Республики Башкортостан» в эфире программы «Салям». Кирилл Бурмин, Дан Хамитов, Чекмагушевский район.